Уже в конце следующего года здесь будет не строительная площадка, а новое современное здание санаторно-лесной школы. Учащиеся и педагогический состав ждут обновления очень давно. В этом году учреждению исполняется 95 лет. И, наконец, близится новая глава в его истории. Ход строительных работ строго регулируется всеми заинтересованными сторонами – Минстроем, Росстройконтролем и непосредственно подрядной организацией. Сейчас у нас полностью завершены работы по устройству котлована. Как вы видите, у нас ведутся работы по устройству диафрагм жесткости и плиты перекрытия. Работа выполняется хорошо, подрядчик добросовестный, гарантирует, что объект будет сдан в срок. Общая площадь застройки у нас 5000 квадратных метров, а сама территория у нас 6 гектаров. Работы ведутся в соответствии проекту, отклонение от проекта не допускается. Для нашей республики это очень большие деньги, они выделяются федеральным правительством. Благодаря главе республики, правительству, Министерству строительства эти работы у нас ведутся. Строительство стартовало в марте этого года. До конца 2025-го планируется завершить работы по возведению несущих конструкций и кровли, подвести коммуникации. В следующем же году проведут внутренние отделочные работы, установят новое оборудование и благоустроят территорию. Сейчас завершается монтаж опалубки. Вот-вот начнется монтаж перекрытия подвала. Параллельно ведется планировка территории. Подготавливается пространство для футбольного, волейбольного и баскетбольного полей. У нас уже сделана разбивка, демонтажные работы, там то, что строения были, выкорчевывание деревьев, и там мы начинаем гараж с навесом, пожарные резервуары, выгреб и очистные сооружения. Потом на центральном ходе мы тоже сейчас, сегодня-завтра приступаем к КПП, закладываем фундамент, в общем, бригада уже определилась, полностью под крышу будут уводить. Все работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком и не мешают учебному процессу, который сейчас проходит в старом здании лесной школы. Чтобы гарантированно успеть в срок, было принято решение увеличить количество рабочих на объекте и оптимизировать по возможности процессы. В Росстройконтроле ход возведения здания оценивают положительно. Нарушения бывают по самой армированию, несоблюдение шага, несоблюдение вязки арматуры, где-то усиление не доделывают, всякое бывает именно в этом направлении. И по бетону бывают ракушки, вот. А так, помимо этого, у нас пока таких глобальных нарушений у нас нету. Несмотря на то, что впереди сезон дождей и холодов, в управлении капитального строительства по региону уверяют, что это не сдвинет сроки сдачи объекта. Все технологии, согласно времени года, будут соблюдены. Это напрямую повлияет на износ и стойкость здания. Подход к строительству важного социального объекта крайне ответственный. Необходимость строительства нового здания санаторно-лесной школы стояла остро. Действующее учреждение находится в предаварийном состоянии из-за износа несущих конструкций и других конструктивных элементов. Да и производственная мощность и вместимость на сегодня не соответствует требованиям. Сейчас не все дети, которые нуждаются в прохождении санаторно-профилактического лечения без отрыва от учебы, могут попасть в школу. Конечно, в школе не хватает очень много учебных кабинетов, кабинетов для кружковой работы. Но само слово за себя говорит, 30-го года здание, да. И этим, наверное, будет все сказано, я думаю, да. Ожидаем от строительства новой школы просторных, больших, светлых учебных кабинетов, для творческого развития детей, это кружковая работа, всевозможные секции. Также хотелось от имени всего педагогического коллектива, от своего имени, от имени родителей выразить искренние слова благодарности главе Республики Ингушетия Махмуду Али Макшариповичу за содействие, за поддержку в строительстве этой школы. В старом здании всего 3 кабинета для 3 классов, с 1 по 3. Новое здание сделает учреждение полноценной начальной школой. Есть спальни, столовая, медпункт, библиотека. Но всего этого все равно недостаточно для детей, которые нуждаются в дополнительных санаторно-профилактических мероприятиях. Правда, сами ученики свою школу любят, несмотря на текущие условия. Сейчас здесь обучается 72 ребенка. Я люблю свою школу. Мне нравится читать. Общаться с одноклассниками.
Строительство школы стало возможным благодаря усилиям главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Ранее жители обращались к нему с просьбой о реконструкции важнейшего объекта. Глава региона поручил министру сельского хозяйства Магомеду Гагиеву рассмотреть возможность включения учреждения в федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Финансирование в размере порядка 500 миллионов рублей было успешно получено. Махмуд Али Калиматов не так давно писал в своих социальных сетях о ходе работ. Это уникальное учреждение, которое десятилетиями оказывает образовательные и оздоровительные услуги детям с ослабленным здоровьем. Новая школа будет доступна не только жителям Галашек, где проживает около 7 тысяч человек, но и детям из соседних населенных пунктов. Кроме того, это еще и новые рабочие места. И самое главное, наши дети, нуждающиеся в лечении и реабилитации, получат современные условия для обучения и оздоровления. С открытием обновленного здания и правда увеличится число ученических мест до 120. При этом будет создано еще порядка 10 дополнительных рабочих мест для жителей селения. Все работы, согласно графику, планируется завершить в ноябре 2026 года. Педагоги и ученики ждут дня открытия современного здания с нетерпением. Мария Макиева, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.